Программу деятельности на 2017-2019 годы обсудили в ходе заседания исполнительного комитета Гагаузии. В основе нее лежит определение главных задач исполкома на ближайшие 2 года. Проект программы деятельности представила начальник управления экономического развития Гагаузии Татьяна Дончева, отметив при этом наиболее важные достигнутые результаты. В мае 2016 года был запущен проект САРТ с общей стоимостью 6,5 миллионов евро. Была учреждена стипендия Башкана от Гагаузии для 100 лучших студентов университета. Изменен принцип управления районными больницами посредством смены учредителя и запуска работы раймедсоветов. Благодаря инициативе исполнительного комитета Гагаузии на республиканском уровне упрощен принцип выдачи лицензий для аптек, в том числе в сельской местности. Зональная станция скорой медицинской помощи сохранена и укомплектована современными машинами скорой медицинской помощи. В Гагаузии создан фонд поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах. Открыт центр по оказанию медицинской помощи социально уязвимым категориям населения. По словам заместителя Башкана Олеся Танасогла, высокие результаты достигнуты и в сфере медицинского обслуживания, качество которого повысилось благодаря ввозу нового оборудования. Только за 2 года в медучреждениях Гагаузии завезено оборудование на миллион лей. Столько оборудования завозилось, не буду говорить за сколько лет, но скажу, что это большой прорыв для медицины. Сегодня операции делаются на тех оборудованиях при помощи того оборудования, которое было завезено при содействии регионального исполнительного комитета Гагаузии. На заседании исполнительного комитета Гагаузии были назначены заместители начальников 3 управлений. Заместителем начальника управления финансов назначена Чувальская Наталья. Красини Илья назначен на должность заместителя начальника управления внешних связей. Исполнять обязанности заместителя начальника управления культуры и туризма будет Каратерзи Алексей. Персональное пособие за особые заслуги перед Гагаузией присвоено Леониду Доброву. Выплаты будут осуществляться за счет резервного фонда исполкома и будут равны размеру одной заработной платы в сфере экономики.